Kum, Maștovi și aia Mașovi. Маршал дал, дели маршал Масерга, рисует. Сегодня у нас 100, у нас стрим сегодня на платформе открытого диалога, 140-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Время 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 5 минут по городу Джахару. Сегодня мы будем говорить и на русском, и на чеченском языке. Все вопросы, которые будут задаваться на чеченском языке, мы будем отвечать на них, а я буду на них отвечать на чеченском языке. На русском зададите, ответить на русском. Сегодняшний стрим я назвал «Трамп призвал ударить по Москве и Питеру». И вторая тема Фредерик Старр о предательстве ЧРИ. Мы поговорим о статье Фредерика Старра и о предательстве Чеченской Республики Ичкерия и интересах чеченского народа. Время сегодня 15 июля 2025 года. И всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Telegram, YouTube и в TikTok. А я передаю вам слово. Салам алейкум, хами махкой, вечер, дорогие друзья, всех, кто нас слушает. Значит, объявлено о теме, которую сказал Аслан. Значит, сегодня первое, что я хочу сказать, поздравить украинский народ и все, значит, правительство с Днем государственности Украины. Сегодня День государственности Украины. Это от имени Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия мы поздравляем их. Это у них тысячелетнее государство, которое было еще гораздо раньше, чем нынешняя Россия создана, и который себе пытается присвоить сегодняшняя Россия, захватив не только Украину, но и другие, скажем, территории разных государств. Если сейчас перейти к теме о том, что было сказано, о том, что Трамп хочет ударить по Москве, здесь мы можем сказать, что Трамп наконец-то, как бы, значит, образумился, или понял, что с ним разыгрывают какую-то там в этом Кремле, и заявил, что если ты, мол, вот в течение какого-то времени будешь, я дам оружие, которое будет бомбить тебя, и ты в Москве, мол, это получишь этот удар. Он сказал, что будет бомбить они будут бомбить и Питер, и Москву. Но на самом деле, что же на самом деле происходит? На самом деле происходит то, что мы можем быть и не уверены в том, что говорит Трамп. Он каждый раз говорит, что я сейчас ударю, я это сделаю, но не делает ничего. Но в то же время вот такая вот закрученная ситуация, в которой он это говорит, а одновременно оказывается, если верить вот украинцам, их политикам, и другим блогерам, то, оказывается, он потихоньку там отдает им оружие. Там, значит, были высказаны о том, что он не переставал отдавать им оружие, но то, которое они требовали, которое они хотели, вот эти ракеты «Патриот», так называемые, они не давали, потому что они были очень надежны в сопротивлении и надежном противодействии тем ракетам, которые засылает Москва. В чем же причина? Мы вот задумаемся. Многие наши вот слушатели, наверное, тоже слышали, что происходит на самом деле. Происходит то, что Трамп, видимо, скорее всего, сейчас приходит к мысли, оказывается, он хотел все же мирно вот так разрешить этот вопрос и хотел заключить какие-то договора экономические с Москвой. А Москва, видно, это игнорирует его, и у него есть другой ход. Он эти договора хочет теперь заключать с Китаем, с Индией и там со странами БРИКС. И вот в этой ситуации, которая вот
у них договоренность, у них уже закручена вот эта вся линия: Северная Корея, Китай, страны БРИКС, Индия. Они покупают у него нефть у Кремля, и он все время как бы показывает свои экономические вот показатели, которые якобы не хуже становятся, а лучше на самом деле. Так ли это? И теперь Запад задумался, и задумался в первую очередь, наверное, сам Трамп, который начинает говорить: давай прекращай, или иначе мы тебе дадим, как говорится, по шарам. И по Москве, и дадим по Питеру и другим городам. Ну, посмотрим, что будет. Я так думаю, что Трамп в конце концов вынужден будет это сделать, и он уже это делает, так говорят. Хотя делает, говорят, он дал команду, но теперь получается, что это будет он делать не напрямую, он будет передавать это оружие и эти ракеты НАТО, а НАТО будет передавать Украине. Вот такая вот формулировка, вот такое движение происходит. И Трампа и в самом Соединенных Штатах Америки ругают, его друзья ругают, его сторонники, конгрессмены, значит, тоже вот разделились на две группы: те, которые хотят, значит, есть которые против, за. Но по большому счету все происходит так, что именно эти страны и страны, которые на Западе, они взялись за это дело активно, понимая, что завтра, если удастся, Россия пойдет и на Европу. Здесь очевидно, что они готовятся к этому, и при том, что стало известно, что после этих заявлений и даже до заявления Трампа, значит, министр иностранных дел Лавров, он 4 в течение этой 2 недель встречался с министром иностранных дел Китая. Спрашивается, что ему необходимо было так вот часто встречаться, почему они это все делали. Выяснилось, что, оказывается, Северная Корея им засылает, уже они получают к Северной Корее 30 тысяч контейнеров. Представляете, 30 тысяч контейнеров, которые неизвестно чем запущены, что за оружие, что и как. И притом еще 30 тысяч солдат они хотят послать в Россию, якобы тоже, конечно, для чего мы понимаем, чтобы нападать на Украину, скорее всего. А может быть и на Запад. Вот такая вот ситуация складывается. И вот западные страны, они собираются там на НАТО, в других местах, и говорят, что то, что сейчас происходит, Путин ни на какую не хочет идти в отставку и не хочет идти на мир, никто его подменить не может, так что он такой у нас единственный, вся Россия там раскручивает, кого не спроси из россиян. Может быть, я даже думаю, что это связано с тем, что они боятся говорить. Вот даже вот у меня знакомые есть, которые имеют своих близких знакомых, они там говорят: это Украина напала, это не на Россию, вы напали, вы это делаете. Представляете? Даже хорошие знакомые: нет, это вы не понимаете. Начинает убеждать людей, которые вот нас, к примеру, да, вот наши люди, которых мы знаем, даже некоторые чеченцы, начинают эти вещи говорить. И здесь вот приходишь мысли, или им вообще голову заморочили, или это просто такая ситуация, в которой они боятся, их прослушивают, их же сажают за это, наказывают. Так? То есть вот такая идет ситуация, складывается. Но, по крайней мере, вот эти заявления, которые делает Трамп, и теперь при всем при этом Трамп сказал: я дам тебе, мол, это 50 дней, если ты начнешь мирные переговоры, то мы начнем тебя бомбить, и мы дадим полностью оружие. В общем, вот такая ситуация по этому вопросу. Это можно говорить больше и больше, но в целом вот так вот все происходит. Теперь по второму вопросу о том, что, значит, касается Чеченской Республики Ичкерия, касается его государственности, касается его политики государства.
Дело в том, что в 2001 году и 2002 году, в этих годах, когда на Западе появились наши люди и появились некоторые деятели, они делали, некоторые представители нашей власти проводили разные встречи, и эти встречи прошли в Швейцарии, в Лихтенштейне, потом они были в Копенгагене. И тогда мы не могли никак понять, что же происходит, почему они встречаются, почему они там какие-то разговоры ведут, мы не знаем. Но я хочу сказать, что первая встреча, которая была в 2001 году в Швейцарии, туда меня попросил, чтобы я обязательно поехал из Лондона, полетел в Женеву для того, чтобы участвовать в переговорах, российско-чеченских переговорах, которые должны были состояться в Швейцарии, где-то там в одном из городков. Я прилетел туда на один день вперед и ждал, потому что Масхад, президент, мне сказал: жди, они тебе позвонят. Я прилетел сегодня, когда на завтра должны были состояться эти переговоры. И что я ожидаю? Этот день и ночь мне никто не звонит. На следующее утро мне звонит президент Масхадов и говорит: ну что там? Я ему отвечаю, что я еще не получил даже место, где они расположены. Он был возмущен и все такое, начал звонить им, я позвоню им. Позвонил он, но в эту ночь больше он мне не отвечал, я не знал. И уже на следующий день, второй день переговоров, снова он звонит: как там? Я ему еще раз говорю: мне не дают здесь адрес, мне никто не звонил. После того, как прошло два дня, скажем, и третью ночь мне эти люди позвонили, и я приехал, туда, на место, где они говорили, к обеду. Когда я приехал туда, я там обнаружил, что что-то там было такое непонятное, неясное, и сделал там свое предложение о том, что необходимо сделать заявление, о том, что вот состоялись эти переговоры, и необходимо делать заявление о том, что по таким-то вопросам здесь на Западе чеченская и российская сторона пришла к согласию, а по остальным вопросам мы будем, мол, потом рассматривать этот вопрос. Участник переговоров, особенно тот, кто сидел во главе, это Тим Гульдемен, представитель миссии ОБСЕ, который у нас был в 1995 году, они начали возмущаться, что это секретные переговоры. На самом деле они никакие секретные не были, потому что напротив сидели люди, которые были во власти. Кстати, это Шика-Чихин, который был зампредседателя комитета Думы по обороне и безопасности. Тогда, когда этот вопрос я им поставил, решили на следующий день перенести это дело. Я, как человек, который уже третий сутки не спал, естественно, пошел отдохнуть. Утром, придя в место, где должны были состояться эти переговоры, я обнаружил, что никого нет, они все разъехались. И это было очень странным. Я после этого уехал оттуда, и, через полгода снова вижу, что где-то в Лихтенштейне они встречаются. Уже без меня. Масхадов мне уже больше не звонил. Тогда и была такая опасная ситуация, что, может быть, его преследовали, по звонку могли на него ударить ракеты, например. И вот там я тоже слышу, ничего не понятного. Однако в одном из моих просмотров газет «Вашингтон-Пост», я иногда просматриваю разные газеты, американские, другие, для того, чтобы смотреть по чеченской теме, что. Я обнаружил статью, в которой Фредерик Стар, которого я знал когда я прилетал в Женеву, он написал статью, короткую в Вашингтон-Посте, газете «Вашингтон-Пост», в которой он разложил полностью эту ситуацию. И в ней было написано, что когда он приехал на эту встречу первую, там ситуация была такая, что, оказывается, обе стороны, и чеченская сторона, и российская сторона, договорились между собой,
что они будут вести переговоры на одной платформе. Платформа была в том, что они считали, что Чеченская республика, территория Чеченской республики есть часть России. В Лихтенштейне, когда они встретились второй раз, там уже был и Ахмед Закаев, первый раз там был этот Ирен Ахматов, министр иностранных дел, а в Лихтенштейне Ахмед Закаев. Они там тоже пишут, договорились, что продолжат этот момент на той же платформе, что было принято раньше. Вот об этом тоже мы можем поговорить, узнать, что и как, вопросы могут задать. И то есть тогда же уже в 2001-2002 годах было принято решение со стороны Чеченской республики, так называемых людей, они тайно от нашего народа и государства принимали там решение вместе с русскими о том, что мы являемся частью России. Имели они на это право или нет? Вот вопрос. Об этом тоже мы можем поговорить. Этот вопрос внесен в повестку дня сегодняшней передачи. Аслан? Баркалаев, если можно, я бы задал вопросы тоже по поводу вот этой статьи, статьи Стара. И также всех наших зрителей призываю, если вы ее не читали, я ее опубликовал у себя и на YouTube, и в Facebook, и она есть у Аяда на странице Facebook, а также на сайте Президиума правительства есть эта статья. Аяд, вот знаете, як Нугайском атлах, каким образом участие Закаева и Ахмадова в тайных переговорах в 2001-2002 году, где обсуждалась автономия Чеченской республики Ичкерия в составе России, можно квалифицировать как действие государственной измены? И какие у них были полномочия? Известно, что Ахмадов, по-моему, был министром иностранных дел, Закаев там указывается как министр или премьер-министр. Что вы по этому? Вице-премьер. Вице-премьер. Ага. Вице-премьер в правительстве, получается. Да-да. Угу. Вопрос в чем твой? Имели ли они это право, да? Имели ли они полномочия? Конечно, они не имели никаких полномочий, потому что, я думаю, почему? Потому что меня туда обязательно даже настаивал, требовал Масадов, чтобы я поехал на эти переговоры и сказал, что там переговоры. И когда я приехал туда, они меня 3 ночи заставили на железнодорожном вокзале в Женеве ждать. И когда я уже приехал, там было как бы все решено, и они закрутили спектакль мне там, а на следующий день все исчезли. Вот что они сделали. И если бы они, скажем, дали мне возможность встретиться с первого дня, как Масадов говорил, то тогда бы я там увидел, что. Но мне это пришлось увидеть и прочитать вот с человеком, который был там же на переговорах, этот Фредерик Стар, который оттуда уехал, говорил, что он торопится, улетал в Москву. А это был директор Института Средней Азии и Кавказа, американский. И эту статью он написал в Вашингтон-Пост. Естественно, он там пишет, что если бы я думал, что они... Для меня, он пишет, я был очень удивлен, что они нашли единую платформу, а мне казалось, что когда туда ехал, что будет сильнее, значит, разногласий, а никаких разногласий не было, и они взяли вот такое решение, подготовили, вот чем они занимались. Он это пишет, но он там пишет это таким образом, что якобы эти люди, и Ахмадов, и Закаев, они такие, мол, значит, свои люди для Путина, он их не берет, на самом деле, вот он говорит, не с кем разговаривать там, да, не с кем, говорит, разговаривать, а он, говорит, обманывает, он своего Кадырова, мол, вперед тянет, а вот эти люди готовые, они грамотно, на еще такое, он их не берет. Вот он приводит пример, с чего они договаривались. Они уже договорились, что частью России они согласны, приняли такое решение и в Лихтенштейне, и в Женеве.
А затем мы еще потом поговорим, еще как в Копенгагене они приняли специальное решение, которое называется Копенгагенская резолюция Всемирного чеченского конгресса, ВЧК. Так что права они никакого не имели, потому что по нашей конституции и по решению Общенационального съезда чеченского народа в 90-м году, в котором было сказано о создании суверенного государства нашего и создании нашего государства при развале Советского Союза в 91 году, это было абсолютно законно по всем правилам, которые были, есть в международном праве. Потому что только поэтому образовались все государства, которые вышли из Советского Союза. Почему? Потому что международное право дает возможность создать свое государство народом при всех остальных таких условиях. Главное условие разрешения на это должна дать страна, частью которой является эти территории, и народ, который хочет создать свое государство. А в том случае, когда мы создавали Советский Союз, это государство само исчезло. И поэтому все эти республики, которые были в составе Советского Союза, имели право на создание своего государства, очутившись в международном правовом поле. Понимаете, им не нужно было спрашивать никакого разрешения, и эти страны, те, которые приняли эти решения, наполнили атрибутикой свою государственность, они стали по праву независимым государством. Вот о чем был. И никто не имел права, эти люди, которые привели сюда, им не давал это право ни наш народ, ни наша конституция. Я не давал им никакого. Это было преступление, это было предательство чеченского народа и нашего государства. Вот что я могу сказать. Аят, да, это я с вами полностью согласен, но возникает еще из этой статьи следующий такой вопрос. Здесь Фредерик Стар пишет, что Масхадов заявлял, что согласен на такой исход, как на наилучший способ сохранить этническое существование чеченского народа. То есть президент Масхадов, судя по этой статье, говорит о том, что он согласен на быть частью автономии России. И имел ли президент Масхадов право на такое решение, и был ли он вообще в курсе этого всего, что происходит и о чем они говорят? Но дело в том, что Масхадов нигде это заявление не делал, это я знаю, так? И нигде не принимал специального решения по этому. Не было ни указа, не было его заявления по этому поводу. Я убежден, что он спросил меня и настаивал на том, чтобы я из Лондона вылетел туда, чтобы я участвовал. А эта группа, она блокировала, не дала мне адрес места, где они находятся, поэтому они это делали в обход Масхадова. Я так полагаю. Вот что было. Масхадов мог просто не до конца знать, о чем там будет речь идти, правильно? Об этом и речь, да, об этом и речь. Об этом речь, да. Получается, и уже обманывая президента, пытаются договориться. Получается так. По законно избранного демократического президента европейской страны, который находится где-то там в подполье, где-то в горах. Тогда возникает другой вопрос, Аят. Почему международное сообщество, включая США, Великобританию, предоставившие убежище Закаеву и Ахмадову в США, я не знаю, есть у него убежище там или нет, но он пока там находится, не учитывая интересы чеченского народа или игнорируя выбор чеченского народа, Американский комитет за мир в Чечне, нарушая принцип невмешательства во внутренние дела суверенного народа, нарушая Венские конвенции о праве международных договоров, поступили таким образом и фактически играли на стороне России.
Но этот вопрос, он такой, на который могу ответить, и любым ответить. Вот почему сегодня они вот на Украину напали, нарушая все международные принципы, все международные уставы ООН и другое. И здесь идет как бы, значит, борьба двух противоположностей в современном международном праве, в котором, собственно говоря, несоблюдение международного права мы наблюдаем из разных стран, особенно больших стран. Им до чеченского государства им было никакого дела не было. Дело в том, что современное международное право, при всем при том, что оно есть, оно должно делать все так, чтобы это было доступно всем, и что это касалось бы отстаивания прав всех народов. Так? На самом деле это не так. Мы же видим, что 5 стран международного уровня ООН, они, значит, являются странами, которые могут блокировать любое решение на международном уровне. Мы это знаем. Мы видим, что некоторые страны, вот сколько там было разных нападений, сколько было нарушений, и они всегда ссылались на то, что надо решить проблему мирным путем, в соответствии с международным правом, на это ссылались. И в этом участие, когда принимают большие страны, я имею в виду западные или восточные, тогда это как-то решается. Но в отношении нашего государства они не могли, значит, принять какое-то решение, потому что, видимо, не считали это нужным. Я так считаю. Они не вклинивались, они не помогали в этом вопросе нам. Но когда мы участвовали в этих международных организациях, там, ПСЕ, Совете Европы, в Европарламенте, ну, скажем, в Америке, говорили об этом, мы видели, как они говорили, я, например, видел, они говорили, что вот скоро, мол, Россия станет демократической страной, и все, мол, наладится. На самом деле это не было. То есть для того, чтобы защищать при том, что ты создал, народ создал свое государство, и оно признано, и дальше тоже нужно с этим вопросом биться, отстаивать свою государство, отстаивать свои принципы, отстаивать свои, скажем, законы, которые присущи свою цивилизацию, и жить мирно с остальным миром. Вот посмотри, вот Грузия, посмотри Азербайджан, Армения, посмотри Украина, да возьми эти балтийские страны, все страны мира, они даже обладая теперь признанием, при этом они борются и боятся, ну скажем, опасаются, что со стороны России или другой страны будут ущемлены их права. А здесь наша республика им была как бы самой такой доступной по территории и по, значит, количеству населения, и еще тем, что они пытались с этой новой Российской Федерации России, которая была даже создана после нас, когда мы создали свое государство, они только после этого ее создали. Они пытались с ним иметь экономические отношения, и пример тому, что сейчас вы видишь. Смотри, Трамп все это время пытается установить экономические отношения с Путиным. А Путин говорит, я не буду с тобой устанавливать экономические отношения, дай мне захватить Украину. Вот это вопрос. А в то же время Путин видит, что ему не удается, он требует, чтобы все вооружения, все, что даются Украине, чтобы он не давал Трамп. А Трамп видит, что с ним заигрывает господин Путин, и уже обозлился. Теперь ему дал 50 дней, то давал 2 недели, то давал еще меньше. Мы видим все это время, сколько уже, 4-5 месяцев, он все время вот эту игру экономические отношения строит. То есть ущерб экономическим отношениям, они как бы готовы сдать, даже не заниматься проблемой любого, скажем, народа, государства. Поэтому нам, которым страна Чеченская Республика, которая создана, ее нельзя, значит, как бы сдавать ни в коем случае, потому что это решение народа. И мы должны за это бороться, потому что все права для этого приняты нашим народом, приняты нашей государственностью,
и те, которые сегодня ее предают или предавали, они должны быть четко и ясно обозначены, и в то же время для чего? Чтобы люди понимали, кто этим занимается и какова наша позиция нашего государства. Вот для этого мы говорим. А в отношении этих людей вот это будет специальное, конечно, расследование в будущем, и скажут, что они делают, как и какое-то там вынесут решение. Но это предательство. Я вот говорю тебе, такая ситуация в мире. Сан. Баркал Ая. Друзья, я прошу вас принимать более активное участие, задавайте вопросы, давайте вместе обсуждать эту тему. Кто на тот момент, на каких должностях был Ахмед Закаев и Ильяс Ахмадов на тот момент? Премьер-министр, вы сказали, и министр иностранных дел. Да-да. Да, они... Об этом записано, там есть в этом заявлении, в статье Да. есть. Да. Как отразилось это после вот этих переговоров на дальнейшее правовую борьбу нашего народа, нашего государства, нашей власти, вот эти переговоры, которые фактически были, как вы сказали, предательством? Ну, как оно отразилось? Мы же знаем, что после этого, значит, они собрались, это мы потом будем говорить, они собрались в Копенгагене в конце 2002 года. Это продолжение. Там, да, на основании этого они приняли. В следующий раз мы разберем и этот вопрос, где они, значит, приняли решение, согласно которому видно, что они якобы от всего чеченского общества, которое прозывает в мире, так и назвали Всемирный чеченский конгресс. А там сидели вот несколько человек от нашей власти, как будто бы там на фотографии они есть, да, и там человек, наверное, 30-40 еще из разных там стран. Там были люди из Литвы, там были люди из Европы некоторые, которые, значит, участвовали в этом процессе как наблюдатели, скорее всего, так? И они вот видели, что там они приняли какую-то резолюцию, в котором было сказано действительно, что все вопросы, раз мы находимся как бы частью России, значит, все вопросы надо решать на основе плана Хасбулатова. План Хасбулатова, мы знаем хорошо, это план, в котором говорится, что наша территория является частью России. Как она могла стать частью России, если мы никакие договоры с ним не подписывали, федеративно не участвовали? Если решение, которое они приняли в отношении, значит, совершенного государственного переворота в декабре 1993 года, где они убрали, как говорится, ликвидировали все свои эти решения, так, и приняли новую конституцию незаконным способом, путем опроса населения. И куда незаконно вписали нашу республику как часть России. Чеченская республика они написали. Часть России. Территории. То есть, и тогда мы переименовали нашу республику Чеченская республика Ичкерия, чтобы обозначить, что мы не являемся частью этой России, что наша республика переименована. Вот что это было. Вот эти последствия потом шли. Какие были дальнейшие события? После принятия этого решения, они стали распространять эти решения по всему миру, по всем международным организациям, по всем международным, значит, странам, их посольства. И весь мир как бы видел этих людей, которые здесь были на Западе, которые, значит, представлялись как бы частью власти чеченского государства, и оно все выставлялось, как будто мы являемся частью России, а то, что делал наш народ, то, что шла там война, то, что, значит, убивали там их людей и ставили, значит, такую ситуацию, что мы были преступники, и то, что было арестовано около 20 тысяч наших людей, которые сидели в разных тюрьмах, незаконно арестованные, незаконно захваченные,
и мы и считала, что эти люди тоже законно, значит, законно, по какому-то закону охвачены и захвачены, сидят в тюрьмах. Так считалось. На основании вот этих решений. Вот что было очень печально, вот что было то, что вот остальной мир тоже на этом внимание мало обращал. Но дело в том, что мы, представители парламента, в том числе и я, мы в разных международных организациях об этом говорили. Мне приходилось выступать и в Организации Объединенных Наций. Я встречался вот с миссией, значит, в этом Amnesty International в Лондоне. Дважды с ними встречались, давали интервью, рассказывали о той ситуации, потому что столько было, значит, захвачено наших людей и незаконно, что Россия не имела права арестовывать наших людей, заключать их, называет их бандитами. Бандитом была страна, которая на нас напала, как та, которая напала потом на Грузию, которая сегодня нападает на Украину. Вот такая ситуация была, понимаешь? И они принимали какие-то такие, заявления формальные, но чтобы активно в этом участвовать, этого мы не наблюдали. Вот в чем причина. Поэтому наше объединение наших людей, чтобы наши люди понимали, в чем вопрос, мы должны строго стоять на той линии, которая была создана нашей государственной в 1991 году, и объединиться вокруг той линии, которая принята тогда. И все вот эти отходы от нашей основы, которые сегодня там диктуют нам разные новые лидеры, так называемые, так, которые вот это все создают, и которых сегодня тоже Россия, именно Россия носится с ними. Почему я говорю они? Потому что они таким образом защищают именно интересы сегодняшнего Кремля, империи. Вот поэтому мы и говорим, что нельзя обманываться, надо быть на той платформе, которая есть у нас и принята нашим народом. Вы сказали, что после вот этого тайных этих переговоров в Лихтенштейне затем был Всемирный чеченский конгресс ВЧК, таким знакомым до боли всем гражданам Советского Союза с аббревиатурой ВЧК. ВЧК, я знаю, что Всемирный чеченский конгресс возглавлял Дени Тепс, бывший преподаватель Санкт-Петербургского университета. Он имел к этому отношение, Аят? Вы знаете по этому поводу что-нибудь? Он имел, и другие имели. Он, да, был назначен там или избран, обычно там Россия назначает все это, так? Он там, как бы, значит, был главным, и там вот сидели, есть фотографии, кто там участвовал в этой процедуре. Некоторые из них, которые там сидели и не понимали, наверное, что там происходит, так? Потому что политические документы, все это как-то сложно. Но большинство из них, которые мы там видим, понимали, что происходит, и ничего не сказали, промолчали. Да, вот это так. так. И Тепс тоже там был, да? Разумеется, разумеется. Да. Я, знаете, почему задаю вопрос по вот этот, про вот, американский комитет за мир и права в Чечне, почему я считаю, в Лихтенштейне, когда они встречались, третьей стороной там представлял Тим Гульдеман, да, получается. И Да-да. Тим Гульдеман и некий представитель, вот и вот сторонник, я по этому поводу делал текст, видео, который сейчас снова с Закаевым, там вокруг Закаева что-то они там делают. И, может быть, из-за политической целесообразности или же из-за дипломатических каких-нибудь тонкостей не хочется говорить на эти вещи, но мне, как независимому человеку и нашим зрителям, было бы интересно понять, что если тогда Тим Гульдеман, и хотя ОБСЕ очень много сделало для чеченцев, для чеченского, вот для выборной вот этой системы нашей, когда были выборы после первой русско-чеченской войны, все равно вот каким-то вот странным образом получается, что
представители и комитет за права, за мир и права в Чечне, и Тим Гульдеман, представитель ОБСЕ, вот каким-то образом всегда они выступают не как, ну, это на мой субъективный взгляд, не как независимые участники, наблюдатели или же рефери, а выступают как сторона, которая, ну, фактически, не считаясь с нашим выбором нашего народа, соглашается и на то, что с Россией, и что мы являемся, и утверждает фактически, не прямо, конечно же, утверждает, что мы часть России. И для нас, для чеченцев, для простых людей, это очень важно понимать. Например, если бы я знал бы некоторые детали раньше, я бы, наверное, по-другому понимал бы эту ситуацию. Так, как вы считаете, были ли представители, которые, ну, просто игнорировали право чеченского народа и Ну, на я скажу суверенитет и независимость? одно, я понял твой вопрос, Аслан. Я скажу вот про этот Тим Гульден. Я на тех выборах и на тех переговорах, которые были в 95-м году, я был непосредственно участник. После первого там принятия, после первого пункта, который был на переговорах, я пошел в состав этой делегации, там участвовал. И потом я тоже был участник этих событий, прошли выборы в начале 97 года, где миссия ОБСЕ наблюдала за выборами, и миссия ОБСЕ приняла решение, подтвердила, что выборы прошли законно на основе, без всяких нарушений. То есть таким образом миссия ОБСЕ подтвердила, что выборы были законны. Да. Скажем, это подтверждение подписал Тим Гульден. Сейчас, я думаю, конечно, другого он и не мог подписать, потому что на самом деле наш народ голосовал на очередных выборах в 1997 году, голосовал за власть чеченского государства и народа. Теперь, когда мы встречались в этом Лихтенштейне или в Швейцарии в 2001 году, так он явно выразил там свое несогласие и говорил, что не надо в этих вещах говорить, о том, что нужно здесь, мол, уже Европа, не Чечня, что это не делается. Он явно был на стороне России. И тогда он был явно на стороне России, я помню. Так? Хотя тогда я в Чечне не наблюдал это, но это были какие-то признаки, которые видны были тогда. Но главное было то, что они подтвердили. А здесь в Европе он открыто об этом говорил и этим занимался. Именно этот Тим Гульден, к примеру, я говорю. Но и не только он, и некоторые другие политики, которые, они считали, что нам не нужно государство, понимаешь? Они не считали с нами эти так называемые европейские лидеры, так? Они не считали с нами. Они просто делали хорошую мину в большинстве своем и делали какие-то формальные заявления и говорили, что вот да, делайте это так, нельзя это делать, это нарушение, все такое. Но никаких решений в помощь нашему народу они тогда не принимали. Наоборот, тогда принимались решения, даже финансировали Россию и говорили, давайте решайте вопрос малой кровью. Это было. Мы можем отнести сегодня к тому, что это была ошибка Запада. И сегодня они видят, если тогда бы эту империю остановили бы в те времена и дали бы возможность Чеченской Республике полностью, освободиться от этого оккупанта, то тогда бы они увидели. Тогда они не захотели увидеть, и, видимо, потому что они не понимали, с кем они имеют дело. А может и понимали, мы не можем сейчас точно говорить. Скорее всего, второе, может и понимали, но для них интерес экономических отношений с Россией был более важен. Вот в чем вопрос. Получается, сегодняшняя ситуация с Украиной в определенной степени может быть аналогична той, которая была
с учетом того, что Украина больше имеет вооружений, больше возможностей защищаться по сравнению с нашей республикой. И если какое-нибудь выгодное предложение поступит экономическое, то интересами Украины или любого другого государства и народа могут поступаться, получается. Ну, это в принципе, да, конечно, они могут поступаться. Мы же знаем, что на Западе есть в разных странах, есть такие разные, значит, движения, партии, националистические, даже чуть ли не фашистующие есть, так? Это есть. И поэтому, если эти партии, эти движения могут прийти здесь в власти в целом, Мгм. хотя мы не видим, чтобы они пришли, ну, если придут там где-то 1-2% там в некоторых двух странах, так? А в Мгм. целом нет. В целом пока что этого не наблюдаем. Конечно, это да. То есть каждая страна там ищет свои экономические выгоды, свою безопасность пытается, значит, обеспечить. Это есть. То есть мы должны понимать, вот чеченский народ, граждане нашей республики должны понимать, что в мире вот такая политика. И мы являемся непосредственным участником этой политики, потому что сами вот оказались под давлением и под прессом этой политики. И понять мы должны, как мы должны действовать. В этих условиях мы должны действовать и в мире, и по всему, скажем, по всей нашей территории, строго в рамках того решения, которое принял наш народ на общенациональном съезде чеченского народа. То есть тогда наш народ принял БАРТ, согласие, так, БАРТ. А здесь приехал на Запад или где-то наши некоторые деятели того или иного направления, как бы говорят, нам нужен БАРТ, и все говорят согласие. А у нас есть согласие, которое принято нашим народом еще в те времена. Вот это согласие, вот это решение, мы ему и должны следовать. А здесь вот, здесь хотят на несколько частей разделишь, разные ищут свой БАРТ, свое согласие. А согласие Да. должно базироваться на той линии, которая у нас есть уже. Мгм. Есть вопросы? Нет, пока вопросов я не вижу, Нет, да? каких. По вот данной теме нет, по Трампу, вот поэтому есть, Ну, мы к этому пускай, вернемся. по этой давай. Да, ну пока я хотел еще вопрос задать по поводу Ну давай. какие последствия были для Закаева и Ахмадова после вот этих переговоров, и когда это стало известно Масхадову, Басаеву, там, Индарбиеву и другим нашим лидерам, и военным, и нашим политическим лидерам. Ну, последствия какие? Значит, здесь этот вопрос в какой-то степени, значит, одни соглашались, не соглашались, они же там оправдывались, вели какие-то там непонятные разговоры. Я должен сказать, что когда по этой ситуации я отправил, значит, специальное, значит, объяснение той ситуации, которая складывается Мгм. через наших представителей там в Азербайджане, то я несколько раз отправлял. То выяснялось, и один там молодой человек мне сообщил, что вот когда ты присылаешь вот такие-то разъяснения, я должен сказать тебе, он мне сказал, что пока против тебя 2-3 других предложения не напишут против того, что ты говоришь, Масадов не отправляет. Это меня ввело в вот такое состояние непонятное, поэтому я пытался через другие каналы доставить ему сообщение, но в целом ситуация вот такая. Вот где-то там и даже в представительствах и других местах оказывались какие-то агенты влияния Кремля. А иначе бы не были, я так думаю. Но то, что сам Масхадов это знал, я не думаю. В то же время связаться с ним уже было с того времени невозможно, потому что он преследовался, мы знаем, за ним, за каждым шагом следили, пытались его поймать или расстрелять и убить, мы знаем. И потом, когда Масхадов погиб,
вместо него пришел другой человек, мы знаем, так, Садулаев. Садулаев тоже, значит, в этом вопросе пытался как-то какие-то вопросы решать, но ему тоже не удалось, он тоже погиб. Так вот, то есть один за один череда вот таких убийств. Вначале один, потом второй, третий, четвертый, пятый. Вот эти все руководства погибли. А государственный сайт Чеченпресс, через который формировалась, значит, наша государственная структура, и документы были на этой основе. И захватив этот государственный сайт, Чеченпресс, Закая и его команда, кого угодно как бы и назначала или снимала. То есть она действовала вот таким образом. Они незаконно действовали, и вот эти все разговоры, которые они выдают сейчас и ведут, это снова тоже в пользу Кремля, но против нашей государственности. Однозначно. И вот возвращаясь к Тиму Гульдеманну и его коллегам по поводу вот этой ситуации, не кажется ли вам, что ситуация похожа, аналогична той, которая была, вот когда нас пытались втолкнуть в российское пространство политическое, и сейчас, когда товарищ Тима Гульдеманна, забыл его фамилию, он сейчас вместе с Закаевым выступает, какие-то финансы идут у Закаева, и опять же Ильяс Ахмадов опять появился, который долгое время не появлялся официально, нигде не светился. И не получится ли это снова, Аят, несмотря на то, что у нас выбор народа, несмотря, что есть легитимная власть, несмотря на то, что нас не устраивает все, что происходит там вот в этой ситуации, несмотря на то, что у Закаева там 0,0 только процента поддержки среди чеченского народа, несмотря на то, что ситуация с Россией изменилась, и вроде бы Россия вся плохая, не может ли это оказаться так, Аят, что эти люди, которые когда-то самое трудное для чеченского народа время нас фактически не просто защищали, а оставляли, потакали России, скажем так, теперь, всплывая заново, эти люди, они теперь в определенной степени мотивированы и заинтересованы, чтобы не вскрылись те делишки, а других специалистов у Запада, у Америки, например, в этом направлении, в этой области нет фактически. И поэтому им снова передает это дело, а они опять же начинают повторять, причем вот, несмотря на то, что мы кричим, несмотря на то, что эта ситуация с Россией испортилась и так далее, и продолжают вот, несмотря ни на что, вот гнуть эту свою линию. Не похоже ли вот на аналогичную ситуацию, которая была тогда, когда мы истекали кровью и воевались вот на сегодняшний, опять не учитывать интерес нашего народа, ну и так далее, и так далее. Аслан, мы здесь в некоторой степени повторяемся, конечно, может быть, для повторения это и хорошо. Да, это продолжение той же линии, да, это продолжение того же самого направления. Да, это сегодня западным, скажем, странам и под воздействием, мы же видим, как воздействует сегодня Кремль на Запад, да, даже на ту же Америку, мы же видим, да, и поэтому действия этих людей или недействие их и наши там в этом направлении, когда вот в информационном плане они вот так вот широко разветвленно на Западе где-то пытаются действовать, да, да, они как бы, значит, на переднем плане, и Запад не внедряется, не не смотрит, не пытается понять это, не пытается. Им до этого дела, как говорится, как бы и дела нет. И поэтому наша вот активность нашего народа, наших беженцев, наших граждан на Западе и в мире здесь играет решающую роль. Поэтому я про это и говорю. А мы не можем сейчас при вот такой активной поддержке, которую делает Запад, так, и, скажем, Америки, то есть России, даже против Украины они такую поддержку делают, мы же видим,
Главное, что сейчас в этом вопросе нам, значит, оказал большую услугу украинский народ и его правительство. Они в 22 году приняли решение о признании того, что оккупирована наша страна Россия, и о геноциде нашего народа. И в этом направлении мы должны дальше работать. И эти люди, о которых я сейчас говорю тебе, да, они после того, как это было вот принято Верховной Радой, они после этого начали утверждать, что это они якобы сделали. На этой основе вот это говорят, что, мол, они такие, распространяют, говорят, разные вот ведут разговоры по всему миру, насколько им удается. Но удастся это или нет, дело в том, что у них нет никакой правовой основы, если это будет рассматриваться с точки зрения международного права. И там они могут, конечно, заигрывать, но мы имеем правовые основы, правовые рычаги, которые связаны с решением нашего народа и на основе международного права. Вот в чем отличие этой банды, которая здесь действует на Западе, против нашего государства, против нашей страны в пользу Кремля. Вот тебе ответ. Это мы об этом и говорим с тобой. Да. Спасибо. Аят, вот знаете, что еще непонятно для меня? Вот после откровенного предательства, откровенного, вот уже все, и Старк об этом пишет, и там вы об этом много писали. Почему ни Закаев, ни Ильяс Ахматов не были там, не знаю, публично на каком-нибудь там официальном ресурсе, там, президентом, там, другими нашими лицами. Ну, Масхадов погиб через какое-то время, допустим, не успел разобраться. Мы знаем, что связь занимала по 3 месяца, чтобы передать запись и так далее. Но после этого, почему эти люди остались вот в этом информационном поле? У них остался интернет-ресурс, сайт Чечен Пресс, который они захватили незаконно. Почему с нашей стороны, со стороны Ичкерии не было мер таких разъяснительных, там, я не знаю, предупреждающих по этому поводу? Значит, этот вопрос «почему?» это очень интересный вопрос. Потому что на территории Чечни полностью шла война по всем точкам. И наши люди уже были, и, можно сказать, и в подполье воевали. Мы не могли открыто, вот как ты сказал сейчас, мы не могли, тогда не было такой информационной связи, как сегодня, понимаешь? И если даже она была, она тоже была под большим секретом, понимаешь? И где она вышла, там потом ее начали бы бомбить, искать эти места. Да. Потому что тогда фактически борьба шла против агрессора. А вот на Западе в политическом плане, что они делали, мы, члены парламента, в том числе и я, мы вели активную работу, разоблачали их и писали об этом везде. Эти статьи есть, эти высказывания есть. И здесь они, я говорю вот так вот, при помощи России, они имели здесь возможность вообще это все распространять же именно России. Их агентурное влияние здесь было. Мы сегодня видим это то же самое. Мы же видим это сегодня. Поэтому как они могли их собрать, их сказать. Да, были выступления, были недовольства. Вот Масхадов специально издал указ, который объявил строгий выговор этому Закаеву. Там высказывался и вице-президент, это тогда был Масаев Шамиль против Закаева. Высказывались и другие. Сегодня наши люди открыто, возьмите любого сейчас мало-мальски известного политика из чеченцев на Западе, что они про них говорят. Посмотрите. И те люди, которые вокруг сейчас там крутятся, вот, которые мы видим, да, ни один из этих людей не участвовал ни в сопротивлении, почти ни один, я не скажу ни один, 99%, 98% не участвовали в сопротивлении, и даже в то время, когда мы были там дома, они тайнами были, тайна у них мысль была о том, чтобы быть вместе с Россией. Посмотри там, как они выступают,
говорят на каких-то там конференциях, нам нафиг нужна была эта независимость, все такое. Это они почти такие все. Понимаешь? Вот поэтому все это было. Сейчас, находясь на Западе, имея вот эти возможности, имея возможность рассказать все это, мы должны это передать молодежи, мы должны это сами объединиться и сказать, что этим людям нельзя верить, и должны сказать остальному Западу, вот такая ситуация. Не поддавайтесь этой пропаганде, потому что если мы хотим сохранить свой народ, сохранить свою государственность, которая волей случая Всевышнего, можно сказать, дано, и если мы от него отказываемся, то такой вариант вряд ли еще появится в жизни. Я не знаю, при нашей жизни. И сейчас вот говорят, Российская Федерация развалится. Мало, и надежда, что она развалится, очень даже мало, даже при всем при том. Потому что у них есть ядерная дубинка. Единственное, что могут сделать, с моей точки зрения, могут изгнать этого агрессора со своих территорий, Украина, и надо изгнать территории, скажем, Грузии, Чеченской Республики, Ичкерия, Молдовы и Белоруссии. Вот что надо сделать. Это задача номер один. А уж потом, если сама, скажем, Российская Федерация, в ней эти народы поднимутся, или там произойдет какой-то там ход, может быть, даже при помощи внешнего влияния, но открыто Россию сегодня развалить никто не сможет, потому что боятся, что он с ядерной этой дубинкой может что-то сотворить. Хотя я не верю в это. Но такая ситуация. Понимаешь? Да, понимаю, спасибо. Спасибо. Друзья, я напоминаю вам, можете задавать вопросы, и я зачитаю. Так, если есть желательно по этой теме вопросы, если нет, то... А что еще, Аят, вы бы сами считаете по этому тексту, можно было бы добавить, вот, чтобы закрыть если тему, вопросов нет по этой теме? Ну, я об этом сказал почти все. Дело в том, что эти люди тогда, в 2001 году и 2002 году, когда там мы должны были участвовать, они тайно эти решения приняли, и об этом пишет этот Фредерик Стар, об этом пишет, что он говорит, что они тайно, он, оказывается, думал, что там будут большие противоречия, не согласен. К его удивлению оказалось, что там никаких противоречий нет, и что якобы вот решено, и они там, вот то, что ты говоришь, правильно, что якобы Масадов с этим согласен. Я не видел никаких документов, не видел никаких возможностей, что в этом направлении Масадов принимал решение. Были, конечно, ошибки не только у Масада, у всех у нас, у всех президентов внутреннего уклада нашего, но чтобы кто-то согласился из наших лидеров сдать нашу страну под Россию, это вообще невозможно. И много раз после этого делал заявление и Масадов и говорил, что нам нужно, чтобы наше государство было воссоздано. Перед своей гибелью в 1994 году в одном из интервью в своем, сейчас не знаю, то ли польскому, то ли азербайджанскому, он заявлял, что я вижу будущее нашей страны свободное демократическое государство. Это слова именно он говорил. Поэтому эти, конечно, люди пытались сослаться на Масхадова и сказать, что это он их к этому вот подвигает. А на самом деле это было не так. Вот что я могу сказать. Да, совершенно верно. Он еще сказал, что никогда президент Чеченской Республики Ичкерия не станет на колени перед Россией, только хотим свободы, независимости. Да. Делал такие заявления как раз незадолго до своей смерти, незадолго до вероломного подлого убийства России демократически избранного президента европейского государства. Ясно.
И всем, Марк, и вам мира желаю, всем Израилю, всем желаю мира. Вот из Израиля пожелание нам пишет мира чеченцам, желающим мира другим народам. Так, Ая, вот вы сказали, что вот здесь Грей пишет, а как же хочется развала России. Вы до сих пор не видите перспектив или же намеков на то, что Россию будет кто-то разваливать, А правильно? кто будет ее разваливать? Кто? Ну, например, США, например, Европа. Асан, в соответствии с международным правом, принципом, принятым в 1975 году прошлого века, запрещено изменять границы любой страны мира с внешней стороны. Остальные страны мира здесь в этом плане это нарушение могут сделать. Если это империя России делает, то они не могут изменять их границы. Другое дело, что те территории, которые они захватили незаконно, да, это вернуть они имеют право в соответствии с международным правом и уставом ООН. А фактически мы же видим сегодня, даже после всех этих заявлений, даже после всего, что сказано было, столько вот Трампа вот как бы здесь обманывали. Он даже снова теперь дает ему 50 дней. Представляешь? 50 дней, чтобы он образумился. Что это такое? Поэтому мы еще не знаем. И это главная причина в этом. Если бы у России не было это атомного вооружения или оружия, то разговор был бы совершенно другой. Мы же знаем это. Я исхожу из этого. И об этом говорят и другие, скажем, люди, и даже вот многие политики, и блогеры, и знающие эту ситуацию. Мы тоже это понимаем, что вот такая ситуация. Но то, что они незаконно захватили, это им придется вернуть. Но они будут пытаться не делать и этого даже. Понимаешь? И я еще думаю, что они будут настаивать на том, чтобы это им позволили это отдать. Они же требуют сейчас: отдайте нам те территории, которые они захватили, и административно территории, которые сегодня еще находятся под влиянием, скажем, Украины. Даже это они требуют. Мы же видим, и насколько в свои щупальца так затянул и растянул этот Путин и пытается таким образом вот такую работу вести. Кто с ними будет в этом плане стоить? Будет ли четко и ясно определенная, значит, позиция в отношении российской политики? Непонятно. Их поддержат ясно эти страны: Северная Корея, Китай, Индия, Афганистан, это Иран. Естественно, это такая ситуация. Поэтому я на этой платформе и стою. Если они ее, как они ее развалят? Кому они раздадут это атомное оружие? Кому? Оно может быть, они как говорят, может попасть в руки любому, скажем, террористической какой-то организации или каким-то бандитам, которые будут угрожать всему остальному миру. Хотя те, которые сегодня обладают им, в частности Россия, это та же бандитское государство, фашистское или, скажем, преступное государство, империя. Вот об этом речь. Мне всегда смешно, Аят, когда говорят, что ядерное оружие может расползтись, попасть в какой-то террористической группировке и так далее. Больше, чем российская террористическая вот это ФСБ и их военные, не найти просто. Еще Да. раз. Они об этом говорят, потому что они могут раздать его разным там этим, чтобы потом всем было опасно. Вот смотри, когда они захватили эти территории, которые сегодня в составе России, это Советский Союз был, так они что сделали? Одна территория, которая была, допустим, в Казахстане, они ее обрубили, отдали другому. Которая была в Узбекистане, обрубили, отдали другому. Которая была в Чеченской Республике, обрубили, отдали соседним тем. То есть они заложили в основу противоречий. И таким образом они могут сделать и с ядерным оружием, если будут они как бы здесь. И поэтому здесь они очень осторожно себя ведут. Я имею в виду вот эти страны западные.
потому что больше, чтобы не появилось еще больше проблем. То есть они сами не знают, как быть, но вот такая ситуация. Наша задача восстановить нашу государственность и строго в этих пределах нашей Конституции значит, продолжать существовать и развиваться вместе с другими странами, если нам это удастся. Но для этого нам надо работать. Я убежден, если мы будем на правильном направлении, значит, действовать правильно, то мы сможем это сделать. И надо это сделать. И это главная задача сейчас лежит на нашей молодежи, которые не должны заблуждаться. Должны понимать сегодняшнюю ситуацию. Реальность понимать. Вот в чем дело, Аслан. Спасибо. Как раз хотел вам сказать, вы опередили по поводу того, что рассчитывать можно только на молодежь, потому что взрослые... Да, мы об этом и говорим. В первую очередь на это. А те, которые от этого не понимают, завтра им придется с этим строго, так очень плотно столкнуться. Вот в чем вопрос-то. Да, совершенно верно. Молодежи у нас здесь и образование получают, и на языках всех говорят. Поэтому, молодежь, если вы нас слышите, вам уже молчать, сидеть просто уже вы не можете. Вы должны помочь своему народу. Самое трудное для него время. Самое трудное. Пока вот и самое ответственное такое. Вот сегодняшний стрим назвал я «Трамп призвал ударить по Москве и Питеру». Если тут вопросы как раз задавались по этому поводу. Трамп общался с Зеленским, сказал, почему вы не бьете по Москве. Зеленский сказал, да мы бы с удовольствием, если вы нам дадите чем бить. И потом Трамп сказал, да, отлично, короче, и еще хорошо бы по Санкт-Петербургу тоже шандарахнуть. Кажется, как будто это такие разговоры, как будто из наших мечт, которые раньше были, но они уже происходят, мы это все видим и так далее. Как вы считаете, будут ли массированно, активно наноситься удары, и чего вот Путину, когда задали этот вопрос, что вот там немцы передают ракеты Таурус украинцам, на что он сказал, что как вы к этому относитесь, он сказал журналисту, по-моему, немецкому, сказал, что если же передаются такие сложные технику такую, то обязательно должны передать немцев, военных, то есть специалистов, кто этим умеет управлять. То есть фактически он говорит, что Германия, немецкие офицеры немецким оружием будут бить по российским городам. Типа, что это как для начала войны уже Германии против России. Как вы считаете, если вот эти удары будут наносить, и он сказал, Путин сказал, что и ничего вы этим не добьетесь, он сказал, что вот, я так понимаю, он очень этого боится, сказал, вы ничего этим не добьетесь, потому что, типа, это никак на фронте не влияет, на фронте люди будут идти в атаку, там, и так далее, и такую мину при плохой игре, хотя все отвратительно у них, так, на русском авось держится. Все. Как вы считаете, Аят, если вот начнутся эти удары с Фероатакамс там и разными там Штормшедлами и другими, и потом передадут, возможно, еще речь шла о томагавках, вот этих томагавки, известные американские ракеты, которые летят там на 1000 километров. Если эти удары будут наноситься, Россия повлияет это на Россию? Или, как говорит Путин, что это ни на что не повлияет? Я думаю, что западные страны не будут бить сами по России. Они должны, если передадут эти ракеты Украине и дадут разрушение, тогда она будет бить. Так что здесь вопрос в том, что надо вооружить именно помочь Украине, чтобы она освободила свои территории. Вот что вопрос. А западные страны, если будут бить, то это уже, считаю, мировая война. Они этого сейчас хотят избежать. Раз они хотят избежать этот вариант, конечно, тогда есть опасность, что кто-то там из них может и атомное оружие применить. Поэтому
может дальше пойти. Вот этой опасности, которая существует, они пытаются избежать это. И что бы там ни говорил там Трамп, еще такое, пока это только, ну скажем, к сожалению, только разговоры, которые потом могут измениться тоже. Мы же видим, когда Трамп ему сказал о том, что вот так я ударю, а Путин, говорят, ему сказал, я не верю. Потом еще раз сказал, я не верю, что ты это сделаешь. То есть здесь вот такая как бы игра. С одной стороны, какое-то давление хочет сделать Трамп на то, чтобы он вот, принял его условия. Условия от Трампа. А тот, видно, уже не может принять эти условия, потому что он, если примет его условия, то он, значит, тот требует, чтобы он ему отдал Украину, получается, так? То есть они считают, что Украина может отдать какие-то части территории и все такое. То есть получается, что современное международное право, принятые принципы, все они как бы, значит, становятся уже не работающим абсолютно. Вот к чему приходит. Может ли на это пойти Трамп? Сможет ли на такой шаг поступок он сделать? И позволит ему ли это сделать Конгресс? Позволит ли это ему сделать Сенат Америки? Вот тоже вопрос. Он же не такой свободный, он же не диктатор, этот Трамп. Это он там делает такие вещи. На самом деле этот Конгресс и Сенат, и даже американский народ тоже могут выступить против него. Поэтому он делает эти заявления, но шаги, которые он не предпринимает сегодня в пользу Украины, тоже сильно критикуются. То есть ситуация такая. Здесь говорит о том, что может или будет ли это. Мы можем только гадать сейчас. И что Дух с нами. Баркалает. Еще тогда один вопрос по поводу вот всех действий Трампа. Вот Трампу не понравилось, что очередной раз после разговора с ним, там уже сотнями, уже там переходя за все мыслимые и немыслимые границы, которые раньше они использовали в количественном плане атаки по Украине дронами, ракетами и так далее. Там, то 400, потом 500, сейчас 700 уже за раз они посылают этих дронов, ракет и так далее. И за все эти полгода с момента вступления Трампа в должность он там пытался с ним договориться, с Путиным там и так далее, и так далее. И сейчас он как будто бы разочарован, он говорит, что вот он с ним разговаривает, Путин такой весь любезный, все нормально. Потом они трубку повесили, и все, и пошла атака вот этими дронами, ракетами. Он приходит домой, и первая леди говорит, я сегодня хорошо поговорил там с Путиным, с Володей. Она говорит, а сегодня долбанули по Киеву очень массированно там, или по другому какому-то городу. И вот в связи с этим, вот возникает такая ситуация. Ну, одновременно вот эти полгода мы увидели, что на Горный Карабах ситуация разрешилась, там увидели, что Иран разбомбили атомную вот эту ядерную их программу, Башар Асад, например, бежал. Ну вот мы видим очень много таких интересных вещей, где фактически Россия открыто проиграла и сдала свои интересы, за которые она так цеплялась. И сейчас как будто вот все это решено, и уже можно по России долбить. Либо как это выглядит тогда? Это реально была наивность Трампа, либо это была целенаправленная такая затягивание, выторговывание каких-то себе преференций, ослабление России, чтобы потом вот сказать то, что он сказал сейчас Зеленскому. Это мы узнаем потом. Сейчас мы не можем сказать конкретно, что это было и как это было. Но мы видим по факту только, что происходит. Вот я вижу здесь вопрос, Эд Мамедов задал, ты не пропустился, да, наверное? Он говорит, свободным людям, салам ахьят, Аслан, Америка планирует ввести базу в Зангезур, да, контролирует железнодорожный коридор полностью с вытеснением фашистской России. Что вы думаете? Я думаю, что правильно. Я думаю, что правильно. Пусть, значит, делают эту базу,
пусть больше укрепляют те страны, против которых сейчас будут нападать, к примеру, Россия, она готова напасть, так? Здесь нет у меня вопроса. Я считаю, что в этой ситуации, когда эта империя буйствует, считает, что она может все, что угодно делать, надо им давать возможность предупреждать, чтобы они туда не сували свой нос, мне так кажется. Понимаешь? Мгм. Это, видимо, опять задал вопрос, мы его пропустили. Да, да, я его оставил там вверху, перелистал, не увидел я на самом Я деле. сейчас смотрю. Да, да. Получается, Зангезур это Азербайджан, да, если я правильно понимаю? Скорее всего, да. И если это, то значит, ничего ж себе, в Азербайджане может появиться американская Да, база. они уже заявили об этом. Я только не знал название этого населенного пункта, Да, да. но, видимо, это там. Там эти заявили, что они там, значит, базу НАТО построят. Значит, это не турецкая там будет, а американская, да, или натовская это будет? Разумеется, это не то, что турецкая, это натовская. Натовская. Да, но там могут быть не американцы, а просто турки. Вот в чем вопрос. Ну, турки там, и в турок нету, и в самой Турции в этих базах. Там только американцы во всех их базах. Так Да? они сотрудничают. Конечно, везде это с их согласия, с американской стороны только могут там действовать. То только они же не отдали это туркам и другим, чтобы они там бомбили. Они это строго держат под контролем, и их люди там, американские, скорее всего. Ну, по крайней мере, все руководство в их руках, американцы, я имею в виду. Могут быть. Супер. Good gemacht. Отлично. Так, Эд, приветствую тебя. Я просто не увидел твой комментарий. Так, если есть вопросы, Эд, задавай еще. Таурусы и томагавки очень бы помогли, но, увы, немцы, со слов Писториуса, закрыли вопрос по таурусам окончательно, а Трамп вместо томагавок даст еще 100 дней. Сгрей говорит. Но, не знаю, Сгрей, это может быть такая игра, очень напоминает какую-то игру, что пробуют на слабо берут, проверяют, какая реакция будет. Но, Какая. кстати, вчера, Асан, Трамп заявил вчера о том, что он поставит Украине эти ракеты «Патриот». Да, 17 штук. 17 штук. Да. Заявил об этом, так? Но это, в общем-то, считается, почему он это сказал. Это результат, видимо, того, что действия самого Путина, который настолько обнаглел против этого Трампа, да, что тот уже почувствовал, что все ему можно говорить, все ему можно делать против Трампа, оскорблять его. А он это сделал заявление, представляешь? Так что будет, неизвестно, даст он или нет. Но говорят, что им хватит где-то 17, если он даст, а у них еще есть 4 уже есть у Украины, так? Одна такая, значит, система русские, видно, разрушили бомбами или что-то, но у них 4 осталось. И если еще 17 им будут, то они практически защищают чуть ли не все города Украины. Настолько они мощные и могут перехватывать там, каждая эта система может перехватывать многое количество ударов. То есть, если летят много, о нем рассказывали. Так что вот такая ситуация. Ну, похоже, что Трамп еще до конца не определился. Он еще не дает, еще как-то пытается 50 дней, говорит о санкциях, если ты не будешь, я там сейчас всем наложу санкции против Китая, Индии, БРИКСа, все, которые с Россией сотрудничают, я вас всем дам, покажу всех вас, но в смысле, то есть он угрожает им, но, видимо, они его доведут до того, что он, видимо, это пытается сделать, видя, что вопрос, который он хочет решить, как ему кажется правильно, если не решается, он, наверное, пойдет на это. Вот о чем речь, да? Да, да.
Чаще всего, бывает, вот если они говорят 50 дней, он такое заявляет, просто физически, технически они не могут вот молниеносно принять, и поэтому они уже решение запускают и говорят, что 50 дней это как бы с запасом, там, если за 20-30 дней они все наложат, ну, как бы процесс запускается, ну, объявляется как бы... Ну, да, прав ты. Но здесь еще вопрос в том, я дальше вот там слушал их, если то, что вот он говорит вот так вот, санкции, все это ведет там кругом, да, то тогда может быть, говорят там, и экономисты там подсчитывали, туда может быть цена на нефть подскочит до 100-150 евро. И тогда это как раз удобно России. Это хитрость, ловушка, в которую может Трамп попасть. Тоже об этом говорят. В этой ситуации разберись, где что хорошо, что и плохо. Аслан. Совершенно верно. Нанести удар так, чтобы потом это было не хуже тебе получилось. Да. Что... В результате цены на нефть подскочат, и все эти разговоры, они все как бы, значит, им же нефть нужна, а цены у России нефть есть. Они будут, значит, больше получать. То есть здесь очень такое тонкое дело, как говорится. Говорили, Восток тонкое дело, да? А здесь тонкое дело во всем мире, еще более тоньше. Да. Запад не менее тонкое дело. Здесь Эд пишет, нет, это будет американская база, только после этого Армения готова подписать мирный договор. Смотрите, как получается. Это американская, да, я же говорил тебе, что это американская. Да, и причем Армения говорит, что если вы только на территории Азербайджана позволите установить американскую базу, тогда мы готовы подписать. Это условие Армении. Представь, армян, респект армянину. Они уже дружат там, дружат. Да. Но еще там один момент я вот тоже слушал, что этот бывший Залужный, который был там, командовал ВСУ, он сделал заявление, что необходимо в Украине, значит, сделать все для того, чтобы подумать о том, чтобы защищать солдат, который брошен на фронт и никакую защиту не имеет. Поэтому надо сделать такую, скажем, оборону, чтобы украинские солдаты, если нападает их какая-то там атака будет, чтобы он мог защититься. И над этим будут разрабатывать тоже есть какие-то планы для разработки, чтобы, если на него нападают, чтобы он имел право, допустим, что-то одеть или что-то такое, или противодействовать этому дрону. Он же тоже такую вот придумал. Посмотри, какие вот они придумывают и пытаются в это. Война другая совершенно. Кроме того, что раньше было. Вот о чем речь, да? Да. Такая ситуация, Аслан. Ну что, Аслан? Завершаем или как? Дальше есть? Ну, если есть вопросы, давайте, задавайте, друзья. Ну, вопросов особо нет, я так, как говорит сотник обычно в таких случаях, исчерпывающий. Да, он говорит, что, типа, вопросов нет, значит, типа, он сделал доклад исчерпывающий. Ну, так и есть. Мы сказали все, что хотели сказать. А в следующий раз мы продолжим по этим двум направлениям. Мы будем говорить по международной. Я предлагаю. Отличная идея. И по чеченской обязательно, чтобы наши люди знали. Если они вопросы будут задавать нам по чеченской теме, мы будем на все вопросы отвечать и будем по международной политике. Хорошо, отлично. Решаем. Спасибо, Аят, спасибо всем, спасибо, Аят, за интересный рассказ и за объективный. Всем спасибо, Баркал Масарна, Дересуй. Масарна, Дерес, Адикюэль Машван. Александр.